Самая знаменитая в России эстонская танцовщица Кая Кырп приглашена в Казань для работы над образами балетов «Жизель» и «Лебединое озеро». Лучшая Жизель 20-го столетия, по мнению европейских критиков, готова делиться своим опытом и погружением в мистику. Кстати, Кая Кырп еще задолго до экранизации булгаковского «Мастера и Маргариты» освоила партию романтической девушки с повадками ведьмы. Дмитрий Пивоваров продолжит тему. Какими только эпитетами не награждали эту актрису. Именно актрису, сумевшую погрузиться в атмосферу мистического в «Жизели», балансировать на грани белого и черного в «Лебедином озере» и поддаться чувству высокой трагедии Вани Карениной. Именно черный цвет стал тем мерилом, который оценила и Майя Плисецкая, подарив Кае Кырп после одного из конкурсов свое головное украшение из перьев для черного лебедя. Она мне подарила несколько костюмов для жар-птицы. И мы так, кстати, первая моя «Жизель» была премьера в Мадриде, как раз с труппой Большого театра, и вот как раз с Майей Михайловной Плисецкой я выезжала. В балетном классе приглашенные гости готовят сразу несколько премьер для ведущих солистов казанской труппы. Впервые в истории своей насыщенной карьеры «Жизель» станцует прима Кристина Андреева и новая актриса Аманда Гомес из Мексики. Альберто впервые покажет и премьер Михаил Тимаев. Пока балетмейстеру и исполнителям приходится разговаривать на разных языках, однако самый инфернальный и притягательный балет, как правило, снимает все барьеры. Здесь прекрасные молодые танцоры, здесь прекрасные свои репетиторы. То, что вот я сижу в зале, и у меня нету разногласий ни с кем. Так что я думаю, что здесь абсолютно все на правильном пути. Сегодня Кая Кырп, директор Таллинского балетного училища, а в середине 90-х она блистала на разных подмостках России и зарубежья и вошла уже в историю нуриевских фестивалей в Казани. Приглашение в наш город восприняла с восторгом, вспомнила и фестивальный дух и познакомилась с новой балетной сменой. Дмитрий Пивоваров, Рустем Кадыров, телеканал «Эфир».